Нет. Дети? Нет. Номер телефона? Само даже название массажной вечеринки, там, да, что там происходит. И там мы там, допустим, с подружкой, да, делаем друг другу массаж. Если женщина будет слабой, тогда она, наоборот, притягивает к себе сильного мужчину, а сильная женщина притягивает слабого мужчину, да? Да, самое главное, тут женщинам не стоит спорить с мужчинами. Ну, расскажи, вот когда ты начала этим заниматься, сколько уже работает салон? Салон работает с июля 2017 года. До этого я частным образом принимала клиентов на массаж. То есть год, получается, занималась частной практикой. До этого год я работала по найму, то есть массажистом, да, потом через 2 года решила открыть свой собственный салон. Ну и вот уже 1,5 года салон здесь вот находится, в этом месте. Давай с самого начала тогда пойдем. Каким образом ты пришла к этому? Ну, почему массаж именно? Ой, там у меня на самом деле есть этот счет несколько мифов, как я пришла к массажу. Ну, как мифов, на самом деле это реальная история. больше 3 лет назад у меня подружка начала интересоваться массажем, начала ходить на массажные вечеринки. И начала меня туда приглашать. Она говорит, давай пойдем вместе там посмотрим, там, как это все там происходит. Мне тоже было очень интересно. Ну, то есть, само даже название массажной вечеринки, там, да, что там происходит. Ну, и пошла там, ну, как бы вообще не было похоже на какую-то вечеринку, а больше было похоже на мастер-класс. То есть там человек показывает, и там мы там, допустим, с подружкой, да, делаем друг другу массаж. Ну, то есть то, что он показывает, да, таким образом проходит обучение. Но эти мастер-классы, они были как бы такой рекламой, завлекающей на курсы массажа. Ну да, то есть они там рассказывали и продавали свои курсы массажа. Вот, так я попала на свой первый курс по тайскому массажу. Нет, ну это был не первый уже. Да, сначала был по тайскому массажу. Вот, и мне стало очень интересно, я начала там ходить, посещать на эти мастер-классы, потом начала посещать эти курсы, ну и все больше и больше. В течение года я там в этой школе прошла очень-очень много курсов, начиная от тайского массажа, заканчивая массажем лица, да. Вот, и сразу же там устроилась на работу, уже начала там деньги зарабатывать, потом мне надоело там работать по найму, я решила там, переехала в Якутск, это все происходило в Питере, вот. Переехала в Якутск, потому что здесь больше возможностей открыть что-то свое там, например, открыть что-то свое для меня было тогда сложно. Вот, и здесь тоже как-то сначала побоялась сразу открыть салон, да, не знала, как, с чего начать, поэтому решила просто там сняла квартиру и там на квартире принимала. И принимать в квартире и делать массаж как-то было сложновато, конечно, естественно. Условий хороших не было, там быстро сделала какой-то там небольшой косметический ремонт, который вообще, не оправдывал ожидания там людей, поэтому все-таки решилась, чтобы была хорошая атмосфера, хороший интерьер, все-таки решила потом через год сделать салон. Там нашла деньги и так далее, там сделали салон, больше рекламы пустили. Но на самом деле в отдельном салоне делать массаж намного удобнее, чем делать в квартире, потому что люди лучше приходят, да, и им комфортнее, чем когда кому-то в квартиру непонятно куда приходят, да, даже если там пытаешься обстановку лучше сделать. Вот, поэтому я поняла, что именно атмосфера, интерьер играет огромное значение, даже больше, наверное, в некоторых случаях, даже чем качество массажа, например. Вот. Вот за 3 года там делали опросы, спрашивали у клиентов, да, поняли, что действительно люди обращают внимание на это. Даже больше, чем там, как человек делает массаж. Еще больше обращают внимание на сервис, да, то, как с ними обращаешься, то, как с ними общаешься. Вот это тоже имеет огромное значение. То есть сервис. А сейчас сколько сотрудников? Сейчас 4 мастера и 2 администратора, женщина, которая убирается, и СММ-менеджер. Угу. А сейчас сама делаешь массаж? Сама, бывает, иногда приходится, да, делать. Заказывать, да? Старые клиенты? Да. Бывает так, что говорят, что именно к мае.
Ну, на самом деле, я своих уже постоянных клиентов всем ну, другим мастерам перевела, и уже все, в принципе, распределены. Ну, как бы нормально, но бывает так, что мастера там заболеют, там, или еще что-нибудь случается, да, или кто-то там уходит, или пока там кого-то не найдешь, либо действительно есть клиенты, которые ходят только ко мне. Вот в таких случаях я тогда выхожу. Расскажи про то, как ты вообще собирала этих людей, какой у тебя опыт был именно. Вот, допустим, ты наняла первого человека, с кем ты хочешь работать, или как у тебя было, расскажи. Ой, я даже какие сложности были, или наоборот, у тебя все легко пошло? По поводу сотрудников или по поводу клиентов? По поводу именно вот, сотрудников. Да, вот у меня первые сотрудники, первые мастера были мужчины. Я подала объявление на ЕГТРУ, ну, как все, наверное, да, и там, ну, объявление, что требуется массажист. И приходили в основном только мужчины, да, поэтому у меня первые мастера были мужчины. Но я поняла, что там через месяц, через два поняла, что работать с мужчинами, ну, и не сказать, что сложно, да, просто люди, которые приходили на массаж к мужчинам, они, например, очень сильно стеснялись. Женщины, например, стесняются мужчин, мужчины, например, не хотят на массаж к мужчинам. Ну, типа, как этот мужик меня будет трогать, что ли, там, типа, по-голову. Вот, поэтому с этим, ну, столкнулась с такими проблемами. Потом, через полгода я поняла, что мужчин вообще не стоит лучше нанимать. Вот. Как бы так. А так, потом, ну, все равно постоянно в поиске, все равно постоянно, например, у нас в центре занятости постоянно висит объявление, что нам требуется массажист. Да, и приходят в основном одни мужчины, да, им приходится как-то вот, ну, как-то вежливо отказывать, да, потому что больше ищу женщин. Сейчас тоже там требуется постоянно. Сложно найти, да, потому что бывает, приходят вообще новенькие, которые вообще не умеют делать, потому что я, например, проверяю там либо на себе, либо на других мастерах, да, как они делают, как они там общаются с людьми, как они вообще с человеком могут разговаривать или не могут разговаривать, как у них руки поставлены. Я, ну, на это все обращаю внимание. И провожу также сама курсы, и от этих курсов тоже приходят ко мне на работу. Так даже лучше, удобнее даже. Про устройство бизнеса, вот когда ты начала с ними работать, у вас какая-то сдельная зарплата была или штатная единица? Ну, у нас... И сейчас как? Практически не поменялось. Вот уж как было, вначале таки осталось до сих пор, да, ничего не поменялось. У нас же услуги, поэтому, как и другие мастера в других там сферах услуг, все равно они работают на процент. То есть там у нас нет такого, что там типа оклад и плюс какие-то проценты, только чисто на процентах. Да, так же, как и там нейл-мастера, так же, как и парикмахеры получают, также и мастера тоже получают проценты от стоимости массажа. Расскажи про расходы, которые у тебя были, когда вот только-только начинала. Ну, когда вот решила открыть салон, это были кредитные деньги или же какой-то... Да, это были кредитные деньги. Конечно. Окупилось все? Ну, как быстро ты закрыла? Ой, если честно, вот у меня есть один такой большой минус. Я вот не умею там все записывать и так далее. Насколько быстро там все... Ну, сейчас-то как бы... Там, пройдя несколько тренингов, несколько прослушав много там семинаров и так далее, я финансово пытаюсь там более-менее, как это называется, пользоваться более грамотно. А раньше вообще такого у меня не... Вот открыла салон, там работает, ну, как бы привлекаешь клиентов, как бы и все. Приходят деньги, приходят, то, что уходит, там какая-то прибыль и так далее. Особо сильно много, ну, смотришь, что как бы деньги остаются, да, расходы там. Раньше вот как бы особо не считала там, насколько какая там большая прибыль, не прибыль. Ну, была прибыль, да, это точно. А расходы, как я сам считала, ну, как бы я так отдельно делала, то есть все кредитные средства, например, ушли на ремонт, на приобретение мебели, на приобретение расходных материалов, да, и
На самом деле этих денег не хватало, поэтому те деньги, которые приходили, на эти деньги дальше докупались, например, та же самая кедровая бочка, какие-то дополнительные еще, какая-то мебель, например, докупалась еще за те деньги, которые поступали за счет продаж. Вот. То есть вначале так было. Давай, раз мы заговорили о клиентах, расскажи, откуда ты их берешь. Инстаграм. Только Инстаграм? Инстаграм, сарафанное радио. В Инстаграме там специально таргетированной рекламой пользуешься, да? Угу. Таргетированная реклама. Как открыли салон сразу, тогда как раз появилось понятие таргетированная реклама, и вот с тех пор таргетированная реклама. Иногда бывает так, что у нас Инстаграм там блокирует и не дает там запустить таргетированную рекламу. Бывает у нас несколько ситуаций было, когда так. Тогда просто... Из-за музыки? Я не знаю, из-за чего, они даже не объясняют, из-за чего. Бывает, там пишут, что какие-то там вопросы или слова, или там фотографии, хотя мы там голос людей не размещаем, но все равно бывает так, что, видимо, они думают, что нас там голову любят, что ли. Может, про Путина что-то сказать? Нет, вот насчет политических тем вообще вот в салоне нет только. Недавно узнала, что они, оказывается, в рекламных постах, оказывается, нельзя задавать вопросы риторические, ну, вообще вопросы задавать, оказывается. А у нас же все рекламы. У вас болит спина? Начинается там, или что-нибудь типа такого. Или хотите расслабиться? Раньше всегда прокатывала такая реклама, а сейчас вот целый месяц нас вообще не запускали. Потом там кучу писем писали и так далее. Ну, потом, слава богу, разрешили, но мы сейчас теперь вопрос уже больше не задаем такие риторические. Насколько я понял, тебе очень нравится образование, да? Да. Расскажи вот про свое образование профильное, которое ты после школы получала. У меня менеджерское образование. Я училась в университете кино и телевидения на специальность государственное муниципальное управление. А потом что-то не срослось, и по этой специальности не пошла работать, да? Да, я вообще ни дня не работала по своей специальности. Я уже где-то на 3-м курсе уже думала, что не хочу я работать по специальности, не хочу я работать на государство, надо делать бизнес. Вот так вот я думала. Прочитала ее Роберта Кийосаки, думала, если я куда-нибудь пойду работать, то мне надо сначала выучиться финансовой грамотности, научиться, как продавать, научиться там, как делать инвестиции и так далее. И все мои работы были связаны вот именно с этими конкретно сферами. То есть бизнесовая тема, да? Продажи, управление, маркетинг. Да. А сейчас вот ты где образовываешься именно по такой тематике? Ой. Сейчас я учусь, конечно, вообще моя учеба не связана ни с каким бизнесом, ни с чем. Просто я учусь сейчас на медсестру. Даже так? Ну, это тоже необходимо мне для того, чтобы... Ну, для работы надо. Сертификат получить, да? Да, чтобы было медицинское образование. Лицензия. Да. Ну, круто. Ну, это тот случай, наверное, когда учатся ради корочки. Да. Ну вот, представим ситуацию, когда ты вынуждена переехать в другой город, и что ты там сделал? Ну, другой город имеется в виду в России, да? Ты бы открыла такой же массажный салон или чтобы чем-то другим занималась? Сначала бы открыла массажный салон, потому что пока я другое не открывала, не умею и как-то боюсь. Хотя говорят же, что любой предприниматель может открыть любое дело. Ну вот смотри, еще немножко усложним задачу. У тебя вот нету капитала первоначального для того, чтобы это сделать. С чего бы ты начала все это? Сложно. Как можно начать без начального капитала? Есть, конечно, куча там методов, типа сначала там объявляешь, там продаешь сертификаты, набираешь денег, да, и потом на эти деньги, например, арендуешь, потом делаешь ремонт. Есть такие варианты, да. Но я, например, так не пробовала, и вряд ли так попробую. Мне кажется, для этого нужно слишком много смелости. Поэтому без начального капитала, для меня лично начать что-то, не знаю. То есть ты бы устроилась на работу куда-то, да? Вряд ли, я бы вообще не думала. Вряд ли я устроилась бы куда-нибудь на работу, вряд ли. Как еще можно сделать? Наверное, начала бы продавать сертификаты. Хорошо. Ты замужем? Нет.
Дети. Нет. Номер телефона. 868. А почему, молодой человек есть? Нет. Нет, да? А почему так? Ну, это не бизнес твой мешает, не твое дело, а вот... Нет, абсолютно не мешает. Это можно совмещать все что угодно. Ну, ты не задумывалась об этом? А почему не получается? Да. Задумывалась. Не знаю, как-то, не знаю, не получается. Слишком придирчивая, слишком требовательная. Карьеристка? Нет. Ну, к людям, к мужчинам, наверное, поэтому так. Нет, вообще не карьеристка, да, то есть, как бы, если, например, семью я бы поставила на первое место, да, если, например, будет такой мужчина достойный, да, то, в принципе, я даже могу и там бизнес оставить, в принципе. Да ладно. Просто, да, бывают же такие женщины. Ну, я могу оставить бизнес, если будет достойный мужчина, только если он сам будет иметь бизнес, вот. Ну, вот я к этому и говорю, то, что сейчас женщины пошли такие прям умницы, такие сильные, все делают сами, там, а мужчины в этом плане немножко отстают, и какое-то это несовмещение включается. Вот сильная женщина и такой хрупенький мужчина. Вот в этом отношении, наверное, у тебя какие-то более страдания есть, да? Да. А ты можешь вот про это немножко рассказать? Почему не способствует ли то, чем ты сейчас занимаешься, предпринимательством, да? Потому что вот это, наоборот, все усугубляется. Ну да, многие так считают, многие так говорят, но было время, когда я, например, думала, что я слишком сильная женщина, сама добиваюсь, надо там перестать работать и сидеть там и найти там какого-нибудь лучше сильного. Ну, можно, если женщина будет слабой, тогда она, наоборот, притягивает к себе сильного мужчину, а сильная женщина притягивает слабого мужчину, да, есть такое мнение, да, и давно, когда я такому поверила, я действительно там пыталась как бы так жить, но это ни к чему хорошему тоже не привело, да, то есть это все равно есть природа человека, да, если я, например, склонна быть такой, да, то в любом случае найдется там мужчина, который будет еще сильнее меня, и я в это верю. Ну, в любом случае, если будет мужчина сильный, да, то в любом случае любая женщина, будь она там бизнес-вумен или там какой-нибудь такой, она все равно станет слабее. Ну все равно женщины в любом случае, они очень такие гибкие, да, и могут там меняться, да, и с любым сильным мужчиной женщина становится такой мягкой и слабой. Это всегда, это факт. Ясно. Вот ради чего ты сейчас этим бизнесом занимаешься? Вот если так посмотреть, да, с логической точки зрения, с точки зрения правильности, мужчина занимается бизнесом для того, чтобы зарабатывать деньги, обеспечивать семью, какая-то стабильность была, чтобы обеспечивать будущее своих детей. А женщина в это время, у нас сообщество так сложилось, что как хранительница очага, да? А ты этим делом занимаешься для чего? Для того, чтобы... Да, любой человек все равно должен реализовываться, да, даже женщина, которая имеет семью, которая живет с мужем, имеет детей, она все равно как-то занимается каким-то творчеством, например, шьет там для своих детей, там занимается вязанием или занимается там делает какие-то украшения там из бисера, да. Ну, то есть в любом случае человек, реализовывается. Я, например, таким образом реализовываюсь. Кто-то, например, там шьет и безделушки делает, а потом дарит это своим детям или там своим там друзьям и так далее. Бизнес такой, для меня это тоже такая же самореализация творческая. Просто я на этом деньги зарабатываю. Смотри, это одно дело, когда ты занимаешься каким-то хобби, а второе дело, когда ты управляешь компанией, где нужно каждый день принимать решения. Вот способность принятия решений, по-моему, очень сильно влияет вообще на психику человека. Я согласна с этим. Да. Иногда я думаю, что это сильно усложняет мою жизнь, мою природу, ломает природу женщины, да, принятие решений, есть действительно такое, но я же не могу взять и сидеть, и ничего не делать. Тут, конечно, есть, да, противоречия, но все равно природа есть природа, против природы не пойти. И
не знаю, как на самом деле в этом. Ну, есть на самом деле в жизни очень много примеров, где, допустим, в семье и женщина-бизнесмен, и мужчина-бизнесмен, да, или там, допустим, женщина вроде кажется такой сильной, да, там выступает везде, там, допустим, те же самые, например, в Инстаграм уже показывают такие вроде очень самостоятельные, самодостаточные женщины, да, и мужья вроде такие же тоже сильные, да, потому что они умеют играть разные роли, да, допустим, с мужем быть одной, на деле быть другой. То есть на самом деле можно это все совмещать, да, то есть, допустим, на работе или в деле быть более сильной, решительной, да, а в семье там с мужем быть такой слабой, нерешительной, скромной, беззащитной. Это на самом деле можно совмещать. Да. Что, да? Вы с этим не согласны? Да. Ну, я ни в коем случае не осуждаю ничего, да, просто я, как сказать, у меня вот это тоже очень близкая сейчас ко мне тема. Я вот со своей женой на этой почве тоже очень много споров происходит у нас, поэтому твое мнение хотелось узнать. Да, самое главное, тут женщинам не стоит спорить с мужчинами. Вообще, особенно с мужем, вообще нельзя спорить с мужчинами. Женщина должна, когда она выходит замуж, ну вообще, когда у нее есть мужчина, она должна слушаться его, и решение мужа должно быть первое, ну самое важное, даже если оно неверное. Даже если женщина знает верное решение, знает, как это сделать, да, она все равно должна ради блага мужчины, ради его развития, ради того, чтобы он управлял семьей и был там главой семьи, да, она должна там, не знаю, замолчать или слушаться его, или подчиниться ему. Да иначе счастливых отношений не будет. Иначе всегда будут споры, и будет там недопонимание, а потом это все приведет к разводу или к несчастной жизни. Да, потому что действительно есть природа мужчины, есть природа женщины, и против природы не пойти. Женщина все равно рождена, чтобы быть слабой, слушаться мужчину. Мужчина изначально он сильный. Просто сейчас весь этот прогресс сделал так, что все идет наоборот. От этого ничего хорошего нет. Давай теперь приведи аргументы. Почему ты этим занимаешься и будешь заниматься дальше? Я вот по твоим глазам вижу, что ты горишь этим делом, да? Когда ты расскажешь о работе, у тебя прям загорается и фонтанирует эта энергия позитивная. Вот я хочу понять, да, почему предприниматели вот занимаются именно тем, что сейчас они занимаются. Неужели если касательно тебя, да, неужели это из-за этого пресловутого чувства свободы? Дело только в этом или в чем-то еще? Что именно для тебя? В моем случае, наверное, все-таки из-за свободы, скорее всего. Да. Свобода в каком понимании? В чем она выражается? Во времени, свободное время, не ограничивая. Ну, то есть, когда ты работаешь, там все равно ограничиваешь себя. Надо там приходить в такое-то время, уходить в такое-то время, подстраиваться под кого-то, да, там есть свои какие-то определенные стандарты и правила, надо под них подстраиваться. А здесь сама придумаешь правила, сама придумаешь график. Конечно, есть такой момент, когда бывает, там работаешь больше, чем по найму, да, по времени. Бывает, что до ночи сидишь, работаешь, что там пишешь и так далее, считаешь. Но зато для себя. Да, и не знаю еще, как можно объяснить. Ну, как-то так. Для свободы, верно. Свобода так важна? В моем случае, да. Ну, это, наверное, зависит от ментальности. От ментальности, потому что есть люди, которым это не так важно, да, или которые не придают этому значения. Есть люди, которым, наоборот, удобно, когда они, например, не берут ответственность, да, кто-то за них принял, и они там по установленным правилам, стандартам что-то делают и что-то работают, да, и для них это удобно и нормально, комфортно. В моем случае это как бы
не очень удобно. Ну, давай завершим наше интервью. Можешь какое-нибудь пожелание передать тем, ну, зрителям? Что-нибудь сказать, что-нибудь такое, полезный месседж? Какой-нибудь инсайт, который с тобой произошел вот в последнее время, касательно именно темы бизнеса? Или, может, для тех людей, которые хотят начать свое дело? Для тех, кто хочет начать свое дело. Да, Я хотела бы сказать, что не всем суждено быть предпринимателями. Я просто вижу иногда, люди приходят на какие-то семинары, на тренинги, да, на обучение там, по бизнесу. Или те, которые, например, вообще хотят уйти от найма, открыть свое дело, да, или там бывают люди, которые уже занимаются бизнесом, прогрели и хотят что-то другое открыть. Или люди, которые уже успешно занимаются, да. Люди, которые думают, что любому человеку можно стать бизнесменом. Не знаю, есть природа человека, еще раз говорю. Не всем суждено быть предпринимателями. Если нет, например, навыков. Это то, что люди хотят стать бизнесменами, это просто навязано, с такие стереотипы навязано рекламой, можно сказать. Успешный успех. Да, успешный успех, там, быть богатым. Она очень много там кишит реклама, что типа хочешь быть свободным, хочешь путешествовать много, хочешь, чтобы у тебя было свободное время, стань предпринимателем. Или не хватает денег, там, надоело работать по найму, иди работать предпринимателем, да, то есть это все навязано, и на самом деле надо послушать себя, внутри, что, как и что, да, потому что не всем надо работать предпринимателями. Некоторые вот там ведутся на эти рекламы, да, идут, делают бизнес, потом прогорают, еще больше разочаровываются, занижается самооценка, они больше ничего не хотят, депрессия и так далее, потом они возвращаются в найм обратно. Да, зачем столько много делать? Зачем это все делать? Некоторым людям полезно и важно работать по найму. Я бы так хотела сказать. И по найму тоже можно хорошо реализовать себя. Вот что я хотела бы сказать. А если прям вообще вот горит, и человек вообще не может там без бизнеса, там, если человеку нравится продать и знает, как он это делает, да, некоторые, например, приходят в бизнес, да, там все такие творческие, да, они умеют продавать. А как продать? Я стесняюсь, я не могу там продать, я не могу. Это же навязывание, да? Это не ваше, не надо продавать. Это уже не ваш бизнес, это не ваш. Можно по несколько месяцев, очень много, куча тестов и так далее, да, там психологу обратитесь, поймите, вы определите, да, какое у вас предназначение, стоит ли вам вести бизнес или не стоит, или вам еще другим надо заниматься, да. То есть надо сначала определить, действительно ли это ваше, действительно ли это вам надо, а не просто там хотите больше заработать. И по найму можно больше заработать, да. Даже есть такие наемные сотрудники, которые зарабатывают больше, чем я. Иногда я думаю, допустим, какие-нибудь топ-менеджеры, да, каких-нибудь крупных компаний, там тоже огромные деньги, или какие-нибудь там супертворческие люди, да, которые что-то придумывают, какие-то креативные менеджеры, да, какие-то проекты делают, да, там огромные там гонорары, огромные там зарплата, да, большая. Я думаю, может тоже туда пойти, думаю, там же больше денег и меньше заморочек и так далее. Потом думаешь, нет, я сама тоже. Вот, то есть, если человек хочет больше зарабатывать, то и по найму может много зарабатывать, да. Самое главное понять свою природу. Заниматься своим делом. Да, заниматься своим делом. Да, чтобы заниматься своим делом, это не обязательно там стать предпринимателем. Вот. Так что изучайте себя, поймите свои желания и настоящие, да, не навязанные там рекламой или другими людьми. Часто еще бывает так, что люди из-за зависти идут в предприниматели, да, потому что думают, ой, у меня тот друг предприниматель, такая подруга предприниматель, да, я тоже там не хочу отставать, поэтому тоже пойду в предприниматели, да. То есть это все навязано, это какие-то стереотипы. Надо понять свою природу, понять себя. Вот. Спасибо большое.